урок русского языка в 7 классе. Урок 38. Сергей Александрович Абрамов «Выше радуги». Сегодня мы будем прочитать начало этого произведения. Сергей Александрович Абрамов – российский писатель-фантаст. Его повести разнообразны по жанрам. Это и приключенческие произведения, и детективы, и повести-сказки. В своих произведениях Абрамов описывает чудеса, которые происходят с его реальными героями. И не только герои, но и мир наш в целом у Абрамова совершенно реален. Только чуть ярче предметы, чуть контрастнее тени, чуть виднее наши достоинства и недостатки, радостнее радости и печальнее печали. Сергей Александрович Абрамов родился в 1944 году. Ознакомьтесь с кратким пересказом первой части фантастической повести Абрамова «Выше радуги». Главный герой повести «Выше радуги» Алик Радуга, поэт по призванию, мечтатель, сочиняет стихи и песни. В школе он уделяет много времени литературе, но по физкультуре у него плохие результаты. 2 года учитель физкультуры Борис Иванович Мухин, Бим, пытается научить его прыгать в высоту, однако у мальчика ничего не получается, но однажды ему приснился странный сон. Прочитайте первый сон главного героя повести «Выше радуги». Первый сон был таков, будто бы Алик идет вдоль газона, мимо школьного забора, мимо стоянки частных автомобилей, выбирается на набережную Москвы-реки, спускается по откосу к воде. Жара. Он сбрасывает джинсы, сандалеты, стаскивает футболочку, входит в реку. Поплавав минут 10, Алик возвращается к берегу и несколько раз ныряет, пытаясь достать пальцами дно. Это ему, естественно, удается, а в последний раз он даже нащупывает что-то большое и тяжелое, подхватывает это что-то, выбирается на белый свет, на солнышко. Что-то оказывается пузатым узкогорлым кувшином с тонкой ручкой, древним сосудом, заросшим тиной, черной грязью, крупными речными ракушками. Алик скребет грязным ногтем и видит позеленевшую от времени поверхность, покрытую чеканной вязью. Он твердой походкой рулит к берегу, и в груди его что-то сладко сжимается, а в животе холодно и пусто, как в предчувствии небывалого чуда. «Чувство чуда — 7-е чувство», — сказал поэт, и чудо не медлит. Оно бурлит в кувшине, который, как живой, вздрагивает в чутких и ждущих руках Алика. Острым камнем он сбивает сургучную пробку и зачарованно смотрит на сизый дым, вырывающийся из горла. Дым этот клубится, постепенно приобретает строгие формы пожилого гражданина в грязном тюрбане, в розовых, тоже грязных шароварах, короткой, похожей на джинсовую жилеточке на голом теле, и он в золотых шлепанцах без задников. Гражданин некоторое время легкомысленно качается в воздухе над кувшином, машет руками, разгоняя дым, потом вдруг тяжело плюхается на землю. Тогда Алик без долгих вступлений спрашивает: «Джин?» «Так точно», — по-солдатски гаркает гражданин. Говорит он на хорошем русском языке, и это не должно вызывать удивления. Во-первых, потому, что дело происходит во сне, а во-вторых, потому, что Джину безразлично, на каком наречии вести товарный диалог с благодетелем-освободителем. «А вас как зовут?» — спрашивает Алик, ожидая, что Джин назовет с детства знакомое имя Хаттабыч. «Зови меня дядя Ибрагим», — отвечает Джин. «И давно вы в кувшине, дядя Ибрагим?» — интересуется Алик. «Давно. Ты сделал доброе дело, отыскав меня в этой Аллахом проклятой речке. Полагается приз по твоему выбору. Подумай как следует и сообщи. Что бы пожелать для приличия, думает Алик.
а на самом деле точно формулирует давно созревшие пожелания. И как только сформулировал, растолкал спящего джинна. «Я готов. Я хочу уметь прыгать в высоту как минимум по первому разряду», — сказал он и замер от собственной наглости. Впрочем, добавляет для ясности по первому взрослому. «Ого!» — восклицает Джин. «Ну и аппетит!» Садится поудобнее, начинает цену набивать. Трудное дело. Не знаю, справлюсь ли. Стар стал, растерял умение. Ну уж и растерял. Пустить ему Алик. И потом, я у вас не 3 желания прошу исполнить, как положено, а всего одно. Ладно, соглашается Джин, потирая руки и явно радуясь, что не 3 желания исполнять. Покладистый клиент попался, а за благородство тебе премию отвалю. Будешь, брать, прыгать не по первому разряду, а по мастерам. Годится? Годится, говорит Алик. Джин выдирает из бороды 3 волоса, рвет их на мелкие части, приговаривая про себя длинное арабское заклинание, непонятное и неведомое Алику. Почему он его и не запомнил? Прошло оно мимо сна. Бросает волосинки по ветру, дует, плюет опять-таки трижды, хлопает в ладоши. Готово. Только тут он вроде бы смущается, не хочет договаривать. Что только? Алекс строг, как покупатель, которому всучили товар второго сорта. Условие одно тебе положу. Какое условие? Да ты не сомневайся, желание я исполню. Только по инструкции такого типа желания исполняются с условием, и дар существует лишь до тех пор, пока его хозяин условия соблюдает. Условие таково: будешь прыгать выше всех, пока не солжешь, намеренно ли, нечаянно ли, по злобе или по глупости, из жалости или из вредности. Как так не солжешь? А вот так: никогда и никому ни в чем не ври, даже в мелочах, а соврешь, дар мгновенно исчезнет, как не было, и плакали тогда твои прыжки по мастерам. Плохо дело, думает Алик, совсем не врать, это ж надо. А если никак нельзя не соврать, что тогда? А если никак нельзя не соврать, что тогда? Спрашивает он с надеждой. Либо ври, либо рекорд ты ставь. Альтернатива ясна? Куда яснее, горестно вздыхает Алик. А чего ты мучаешься? Я тебе еще легкое условие поставил. Бывает посложнее. Дерзай, юноша. Вперед и выше. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. И сон заканчивается, и ничего нет. Темнота и жар. Карточка-информатор. Джин, арабская, дух, демон у народов Аравии, Египта, Сирии и Северной Африки. Тюрбан, чалма, жилеточка, мужская или женская верхняя одежда без рукавов, покладистый, жұмсақ мінезді, жуас, заклинание, дуа, сихр, дар, способность, талант. Выпишите ключевые слова из описания первого сна Алика Радуги. Объясните их значение. И домашнее задание: ответит письменно на вопросы: кто приснился Алику, что он ему обещал, какое условие поставил Джин. До свидания, до следующей встречи.